Я со слезами смотрел на то, как Икера Касилиса выперли из мадридского Реала. Ведь этот игрок был не просто хорошим другом для всех, но и капитаном клуба. А еще он был душой Мадрида. Он сделал то, что не получалось у Реала на протяжении 11 лет. Он выиграл Десиму. Представьте себе, Флорентин выгнал игрока, который отдал клубу 25 лет своей жизни. Он начал выступать за Реал, когда ему было всего 17. Он на тренировке даже ездил в общественном транспорте, так как у него не было прав. Кому, как не Кассу, знать, что такое Хала Мадрид? Ну хотя чему тут удивляться? Пересу не впервые выгонять таких игроков, как Касильяс. Однажды он выгнал из команды не просто игрока, а сердце Мадрида – Рауля Гонсалеса Бланко. Этот игрок забил за Реал много красивых голов и очень важных. Выиграл множество разных титулов, а Перес просто берет и дает пинок под зад этому сердцу Мадрида. Раньше Реал Мадрид называли Рауль Мадрид, так как этот игрок отдавал себя на поле и не только. После таких случаев мне все больше и больше кажется, что Реал становится бизнес-машиной, а Флорентин просто беспокоится за свой зад. Ах да, я забыл. Перес сказал, что теперь и Роналду практически не нужен Реалу, так как есть молодой Гаррет Бейл. Он сказал Зизу о том, чтобы тот больше убирался на валийца. Но объясните мне, как игрок, который 8 лет подряд входит в тройку лучших игроков мира, не может быть полезен клубу? Это просто невозможно. Да, я согласен, Роналду уже стареет, но, как по мне, он-то не избавляет в игре. Рони забил в этом сезоне уже 27 голов в 29 играх и отдал 9 голевых передач. Для его возраста это великолепный результат, но Пересу не докажешь. Он хочет выставить Роналду на трансфер, как сделал это с Раулем, Касилисом и многими другими легендами клуба. Но что поделаешь, это бизнес. Я хочу сказать Пересу спасибо за то, что он поставил на пост главного тренера Зинедина Зидана. Он вовремя уволил Рафаэля Бенитеса и сделал правильный выбор. Под руководством Зизу игроки начали играть в более атакующий футбол. Результат налицо. В Лиге Чемпионов и мадридский Реал еще не пропускал, да и забил много голов. Это единственный случай, когда я говорю Пересу спасибо. Думаю, многие со мной в этом согласятся. И еще, это единственный случай, когда Перес сделал выгоду не для себя, а для команды. Хала Мадрид!